Всем привет, это Кокраш. И прямо сейчас я покажу несколько способов, каким образом можно чуть-чуть подкорректировать или кардинально изменить свой корявый вокал. Я работаю в Nuendo. Эта программа своим интерфейсом очень похожа на Cubase. Загружаем в прогу записанный материал и приступаем к коррекции вокала. Кто-то в Южной Корее, кто-то в Японии. Поскольку этот трек состоит в основном из речитатива, я специально для вас подыскал крутую женскую вокальную партию. Это якутский язык. Якутский язык, не иркутский. Первый способ коррекции ресурсозатратный, требует терпения и усидчивости. Благодаря Celemony Melody можно добиться высоких результатов, выравнивая ноты практически без искажений. Нажимаем на кнопку «Трансфер» и проигрываем в секвенсоре нужный фрагмент дорожки. Меня бесит мой тормозной компьютер. Начинаем расставлять ноты по частотной шкале. Тут отклонение от ноты всего лишь минус 5. Здесь минус 19. В этом месте плюс 3. Плюс 10. Плюс 7. Минус 13. Минус 20. Плюс 13. Плюс 21. Послушаем. Чтобы вам стало понятнее, подниму этот кусок на одну ноту. А чтобы стало еще понятнее, подниму выше на целую тональность. Думаю, теперь всем понятно, как работает мелодин. Возвращаем ноты на прежнее место. Те же самые действия применяем и к оставшейся части припева. Открою небольшой секрет. Мелодином правят всех, даже Джастина Бибера, потому что невозможно попасть ровно в ноту. Отклонения хотя бы в минус 1 или плюс 1 будут в любом случае. Слушаем и ищем изъяны. Увидел первый недочет. Тут нужно разрезать ноту и расставить части по своим местам. Упс, она должна быть ниже. Вот так. Я обратил внимание на одну неровность. Она на слух практически незаметна, но я-то знаю, что этот аппендикс-отросток стоит не на своем месте. Поэтому мы его сейчас аккуратно чикнем. Теперь все идеально. Продолжаем на слух находить изъяны и их выравнивать. Чем лучше у вас развит музыкальный слух, тем проще вам будет справиться с этим заданием.
Добавим эффектов, и трек практически готов. Но чтобы не перегружать процессор, дорожку с мелодином советую экспортировать. Для этого отключаем все, кроме мелодина, иначе компрессор с эквалайзером тоже экспортируется. Также снимаем все с мастер-канала, будь то лимитер или максимайзер, жмем на экспорт. Переименовываем, выбираем битность, моно, указываем папку и экспортируем. Затем импортируем экспортированное и наслаждаемся откорректированным вокалом. Co-Crash Records present. А сейчас мы рассмотрим самый популярный, стильный, модный, молодежный способ корректировки вокала плагином Автотюн. Autotune. В окошке Scale выбираем нашу минорную гамму. В окне Key выставляем ноту, на которой звучит припев. Также тут можно выбрать тембр нашего голоса. Сопрано, альт, тенор и так далее. Я полпередачи пытаюсь умничать, но тут всего-то нужно повернуть одну ручку. Облагораживаем вокал с помощью этой крутилки-вертелки. И зацениваем. Мне нравится. Я получил эстетическое удовольствие. Да, это плагин того самого певца, рэпера, актера по имени T-Pain, который на протяжении всей своей карьеры поет под автотюном. Открываем эффект. Указываем тональность. И, собственно, все. С этим плагином ваши песни зазвучат поистине молодежно. Йо-йо-йо, это молодежный рэп, молодежный рэп, молодежный рэп. Это рэп молодежный? Молодежный? Любители iMac, MacBook и других гаджетов компании Apple могут затюнить свой божественный вокал прямо в Logic Pro с помощью встроенного pitch-корректора. Указываем значение и настраиваем коррекцию с помощью этого ползунка. Кстати, корректор тона довольно-таки неплохой. Но я-то знаю, что вы, бездарные вонючие рэперы, ничего не поняли. 8 минут посмотрели и ничего для себя не усвоили. Вся эта информация для вас как горох об стену. Поэтому я буду разговаривать на вашем языке и пользоваться программами, которыми пользуетесь вы. Итак, твари, смотрите и повторяйте за мной. Создаете окна сэмплера для вашей дырявой музыки и соответствующего голоса. Далее, молокососы, таким вот образом открываете встроенный во Fruity Loops питчер и на слух выбираете тональность. Перетаскиваете свою посредственную шляпу в плейлист и слушаете свой несчастный вокал в автотюне. Следующего урока не ждите. Лайков не надо, подписываться тем более.